Волков. Западня. Полат Алимдар Ниджати Шашмас. Ахуторос Нефисе Каратай. Долина Волков. Западня. Все лица и организации, о которых мы вам рассказываем, являются вымышленными. Уходим. Что будем делать с трупом? Дался тебе этот труп, иди. Брат, кто-то оставил сумку от компьютера. Там есть что-нибудь полезное? Эх, если бы я не напомнил вам о трупе, вы бы ушли. Молодец, Эрен. Бомба! Быстрее наружу! На улицу! Мимати, возьми телефон. Сигнал пропал. Какой еще сигнал? Тамер, мои люди пропали. Как вы? Брат, что ты кричишь? Ты ранен, Абдульхей. Я же вам говорил, мы влезли в грязное дело. Абдульхей, если ты прицепишься, не отвяжешься. Да брось ты этот телефон, это же бомба. Какая еще бомба, брат Эрхан? Нас ищет шеф. Да, шеф. Нет, шеф, я не кричу. У нас все хорошо, шеф, мы успели выйти. Хорошо, шеф, мы едем. Выезжаем. Абдульхей, мы перед тобой в долгу. С тебя причитается, Эрхан. Дядя, мы должны сохранить жизнь убийцы. Джан Полат, я всегда готов выполнить твое желание, но это же тюрьма. Даже при самом сильном желании туда невозможно вот так попасть. Дядя, делай, что хочешь, но выполни это дело. Алло, Ремзи. Племянник, ты где? Никак не могу до тебя дозвониться. Это правая рука Тунджайбея. Я рад с вами познакомиться, господин. Я начальник канцелярии, меня зовут Хюзю Ялынкылыч. Есть какие-нибудь новости от ребят? Они едут. Дядя Хало, ради всего святого, не впутывай меня в эти дела радикалов. Дядя, сейчас все по-другому, ты понимаешь меня? Сейчас здесь все сложно. Ремзи, ты что, мне хочешь объяснить, что там внутри творится? Милый мой, там в тюрьме живут крысы, букашки, воры, неудачники. И почему ты не можешь выполнить мою просьбу? Мои слова тоже должны быть выполнены. Иди выполнять. Сынок, разузнай, где сейчас находится убийца Тароса, в больничной палате или тюремной камере. Зарубежные поездки – это одно из самых больших нововведений, совершенных покойным Азалом для нашего государства. Эти действия были раскритикованы, однако в самолете Азала вместе с официальными представителями власти были бизнесмены. То есть... Во-первых, он хотел познакомить их с другими странами, показать их стремительное развитие. Во-вторых, он желал показать, что с некоторыми государствами мы имеем душевную близость, то есть с тюркскими государствами. Не только они.
В них входили государства Закавказья, Балканского полуострова, Среднего Востока, бывшие территории стран, когда-то входивших в состав Османской империи, и тюркские государства. Какое это имеет отношение к убийству Чагры Тароса? Я изучу этот вопрос, но одно могу сказать. Никакие покушения не совершаются без веских оснований. Мы разгадаем эту загадку, изучив важные и громкие покушения, и тем самым сможем выяснить причину этих покушений. Господин начальник, или наш друг Махмуд будет рядом с нами, или мы найдем способ убедить вас в этом. И как вы собираетесь убедить меня в этом? Мы поднимем бунт. Вы должны в течение часа перевести его из изолятора к нам, иначе мы сожжем все тюремные камеры. Что ты хочешь сжечь? Мы специально перевели его в одиночную камеру, чтобы с ним ничего не случилось. Я переведу его в вашу камеру, но если с ним что-нибудь случится, то мы посмотрим, кто кого будет сжигать. Приятного аппетита. Спасибо. Добро пожаловать, господин. Для вас заказан столик. Спасибо. Приятного аппетита, командир. Проходи, сержант. Садись сюда. Командир, я слышал, вы собираетесь подать в отставку. Правильно ли вы поступаете? Да, правильно. Я очень расстроен этим, командир. Чем ты расстроен? Разве можно уйти в отставку, служа Родине? Но мы привыкли к вам, командир. Наша дружба сохранится до конца нашей жизни. Мы еще будем вместе много работать. Человек, который установил эту бомбу, знал, что мы туда направляемся. Он не только знал, он еще вел за вами слежку. Интересно получается. Оказывается, не только мы подслушиваем других, но и нас подслушивают, не так ли? Мы легко отделались. Сохрани нас, Аллах. Если бы один из вас погиб, то спрос был бы с нас. Эта смерть говорит о том, что они давно хотели заполучить убийцу, сидящего в тюрьме. Но не знаю, как там внутри, но за пределами тюрьмы работают профессионалы. Но бомба не работает этой организации. Механизм установлен в мобильном телефоне. Теперь они знают, что мы расследуем это дело. У нас есть одна проблема. Они знают, кто мы, а мы не знаем, кто они. Мы в западне. Они же настороженно ждут нас. Твои друзья соскучились по тебе. Наконец-то вы это поняли. Желаю тебе всего хорошего. Добро пожаловать, Махмуд. Рад видеть вас в добром здравии. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Я жду от тебя хороших новостей, Ремзи. Говори, дорогой мой Ремзи.
Дядя Халой, его перевели в камеру, где сидят его коллеги, теперь его жизнь только в руках Аллаха. Ремзи, если бы у меня были дела к Аллаху, я бы пошел к нему на поклон. Зачем тогда мне обращаться к тебе? Дядя Хало, как я проберусь в эту камеру? Оденься поприличнее, возьми с собой красный флаг и зайди в эту камеру, Ремзи. Сынок, ты мне заморочил голову. Они не будут убивать его в камере. Государство кого-то натравило на нас? И кто это? Полат Алемдар зашел в машину и хотел узнать у меня имена заказчиков. И что ты сказал? Я ничего не говорил. Я потом позвонил и дал знать всем нашим, чтобы они вели себя осторожно. Почему ты мне не сообщил? Они сразу же отправили меня в изолятор. Так как наш друг Арджан отказался выступать на судебном процессе, его отправили к нам. Ты видишь, что мы были правы? Я им сказал только то, что я рассказал в своих письменных показаниях. Ну да ладно. Ты устал, отдохни. Потом поговорим. Я хочу помыться. Мне нужно принять душ. Конечно. Охраняйте нашего друга. У тебя какие-то проблемы, Эрджан? Нет. Тебя допрашивали? До сегодняшнего дня никто не приходил ко мне с допросами. Они что-нибудь говорили обо мне? Твое участие в судебном процессе было неправильным поступком. Когда нас отсюда вытащат? Потерпи чуть-чуть, уже скоро. Предатель! Остановитесь! Что здесь происходит? Надзиратель! 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 Скорее сюда! У нас раненые! Надзиратель! Мои ребята спасли его. И как вы спасли его? Они спасли его, когда ему вонзили нож. Сейчас он направлен в больницу. Что же ты здесь стоишь, дядя? А что мне делать? Мне что, теперь надо поехать и проведать его здоровье? Именно так и сделай, дядя. Дядя, может, нам не стоит спешить? Не стоит, дочка. Кто-то приходит и говорит, что хочет приобрести больницы. Возможно, они заплатят за это хорошую цену. Другой приходит и говорит, что окажет поддержку. Караджадаги, как грифы, учуяли запах крови. Нам следует решить эту сложную проблему. Если мы не отдадим эти больницы Качгарлы, то на ровном месте мы окажемся их врагами. Что я могу сказать? Давай послушаем их предложение. Завтра мы получим отчет о положении больниц. Мне непонятно одно, раз уж мы нуждаемся в деньгах. У нас имеются участки земли, отведенные под застройку, и к тому же у нас нет никаких проектов по этим участкам. Это собственность Аху, наследство моего брата. А как мы избавимся от наших проблем? Она и потом сможет купить себе еще лучшее имущество. Я дала слово отцу, что не буду продавать эти участки. По сути, нецелесообразно продавать их в нашем положении. Никто не будет покупать. Если у тебя возникнут какие-нибудь намерения, я поговорю с Кудрейт-беем. Он купит их. В первую очередь, дядя, я хочу продать свой дом. Для меня одной этот дом очень большой. Но как ты будешь жить, не имея своего дома? Что люди скажут об этом? Пусть говорят, что хотят.
Переедешь к нам, дочка. Ты права, он очень большой. Что ты будешь делать одна в этом доме? Пусть будет так, но Ахуханым, кому вы продадите свой дом? Обязательно найдется какой-нибудь покупатель. Мы все устали. Завтра продолжим наш разговор. Что мы будем делать завтра, Ахуханым? Я вам сообщу, Эрэлбей. С ним все в порядке. Пусть пока отдохнет. Дядя, а как мы пройдем внутрь? У нас нет знакомых среди жандармов. Им не надо знать, кто мы такие. Несмотря ни на что, мы пройдем туда, племянник. Дядя, нам надо было хотя бы переодеться в одежду врачей. Племянник, ты на себя смотрел, какой из тебя врач? А что, дядя, такой же красивый, как все врачи? Не будь честолюбивым. Давай пройдем внутрь, как уборщики. Потом медленно поднимемся еще выше. Тихо. Здравствуйте, охранник. Убийца там? Сынок, какое тебе дело, кто там внутри? Все равно нам убирать за всем этим. Нам никто не говорил, что зайдут санитары. О, сынок, нас никто даже за людей не считает. Открой ты нам эту дверь, солдат, чтобы мы могли побыстрее закончить свое дело и убраться отсюда. Зайдите кто-нибудь один. Давай в этот раз я зайду, племянник. Полат Алимдар сказал, что предоставляет тебе еще один шанс. Ты кто? Это он тебя спас из этой трясины. Послушай меня. Ты не проживешь и дня в тюремной камере. Твой единственный шанс спастись и помочь нам. Все это произошло из-за вас. Я тебе дал в руки оружие, чтобы ты убил человека. Ты мне ответь по-человечески. Кто дал тебе приказ убить? Мне нечего сказать. И некому тебя защитить. Что будет с твоей девушкой? Ты хочешь, чтобы ей тоже вонзили нож? Если ты мне поможешь, я тоже тебе помогу. Их два человека, которые знают все секреты холдинга Тарос. В действительности они и заведуют всем этим делом. У них есть какие-нибудь незаконные дела? Во время прослушивания я не обнаружил подобных вещей. Вызывали, шеф? Мемати. Пригласи-ка ко мне завтра Эрола Азнесима и Уйгара Казаскераглы. И их пригласить или привести? Пригласи, пригласи. У тебя разве были люди, за которыми ты поехал, и которые не пришли на мое приглашение? Доброй ночи, дочка. Доброй ночи, дядя. Доброй ночи, Аху. Подожди. Мы можем поговорить? Что-то случилось? Жулиде, ты не могла бы мне одолжить немного денег? У меня есть драгоценности. Нет, я прошу наличные. Ты можешь дать в долг 1-2 тысячи. Аху, все мои деньги вложены в дом, в дачу, купленную для мамы. А наличных у меня нет. Эх, были бы у меня такие деньги. Неважно. Я просто хотела спросить. Хорошо, милая. Спокойной ночи. Я дам вам то, что вы хотите, при одном условии. В твоем ли положении ставить нам условия?
У тебя есть маленькая душа, которую надо сохранить. Или вы меня отвезете к Сильвии, и я увижу ее, услышу ее голос, узнаю, все ли с ней в порядке, или я вам ничего не скажу. Где я могу найти твою Сильви? Я дам вам ее номер телефона. Она использует его в особых случаях. Не знаю, как ты дозвонишься до нее, но пока я не услышу ее голос, ты от меня ничего не узнаешь. Давай номер. Давай. Что будем делать с этим Полатом Алимдаром? Он встал нам на пути. Какое Полат Алимдар имеет к тебе отношение? Не знаю, может, кто приставил его к нам. Надо подальше держаться от него. Невозможно подальше держаться от своего врага. Или ты его подкупаешь, или ты его уничтожаешь. Его не подкупишь. Тогда что спрашиваешь, Елчин? Этот Чагры Тарос? Да. Куда бы ни поехал покойный Азал, во всех странах он внедрял своих доверенных бизнесменов. Знакомил этих бизнесменов с главами этих государств. Так как эти государства вышли из коммунистической системы, они не знали ничего о законах свободного рынка. Согласно плану Азала, все страны могли доверять этим бизнесменам, потому что они вели свой бизнес предельно прозрачно. То есть мы должны были построить новые правила рынка, в результате чего все эти государства должны были стать нашими. Под словом «наши» мы имели в виду под нашим влиянием. Однако какой бы ответ последовал бы на эти действия от России, Америки, Китая и Европы? Они не дали бы на это разрешение. К нему в офис невозможно пройти. Его безопасность на высшем уровне. Его хорошо охраняют на улице. Машина бронированная. У него есть женщина, место или ресторан, где он постоянно бывает? У него нет женщины. Регулярное место, куда он идет, это его родители. Он почти каждый вечер ужинает вместе со своей семьей. И где его дом? У него несколько домов. В какие дни, в каком доме он ночует, неизвестно никому. Также неизвестно, во сколько он выезжает из офиса. В этом мире нет никого, кого нельзя было бы убить. Только надо найти удобное время и место, чтобы завершить это дело. Хорошо, но как получилось так, что такой матерый волк Азал попал в засаду? Азал показал свое нетерпение. Увидев потенциал в этих государствах, он понял, что для Турции нет никаких препятствий, чтобы быть лидером в этом регионе, и, возможно, первый раз он не своевременно высказал свои мысли вслух. Его мысль заключалась в создании союза тюркских государств и становлении Турции лидером этого союза, то есть стать пятой силой в мире. Возможно, я приблизился к действительной причине смерти Чагры Тароса. Арге. Человек сделал проект. Цель проекта – основать новый Стамбул внутри Стамбула, создать островок с тысячами высотных зданий, подобный Манхэттену, расположенный возле Черного моря, где не было бы угрозы землетрясения, перенести город на этот остров, разрушить все, за исключением природных и культурных ценностей. И какие деньги на это потребуются? Как невозможно оценить старый Стамбул, так же трудно оценить и будущие расходы. Половина земельных участков Нового Стамбула принадлежат Чагры Таросу. Он создал, изучил и развивал этот проект. Государство утвердило этот проект. Те люди, которые знают что-либо об этом проекте, находятся в опасности. Да, это так.
Его брат и дочь знают об этом проекте? У меня нет сведений относительно этого. Я хочу знать, кто знал об этом проекте. Дайте мне знать, как только он выйдет из офиса. Место засады – это последний поворот на пути следования к своей семье. Вот здесь. Господин, у него бронированная машина. Значит, нужно, чтобы он вышел из машины. Но как? У каждого человека есть свои слабости. Племянник, мы тебе дали номер телефона, а ты до сих пор не можешь дать нам адрес. Но, господин, пока владелец телефона не выйдет на связь, мы не сможем определить местонахождение. Тогда звони и поговори с ней. Она не отвечает на незнакомые номера телефона. Я проверил это, позвонив ей со скрытых и нескрытых номеров. Куда ушло любопытство нашего народа? Раньше, если кто звонил, мы спрашивали, кто это. Племянник, позвони ей, она не выдержит. Как-никак эта женщина должна ответить. Ибрахим, иди к Сельчук Таросу и передай ему от меня привет. Скажи, чтобы они не искали кредиты. Я ему помогу в решении всех проблем. Кудретбей, сколько денег мы им дадим? Они ведь безнадежные. Ибрахим, видел ли ты когда-либо, чтобы я давал кому-нибудь что-то бесплатно? Что это за люди? Это толстосумы, брат. Это действует мне на нервы. Народ не может найти на хлеб, а они тут живут в роскоши. Деньги народа они используют как хотят. Ты посмотри на стоимость супа, брат. Абдульхей, не доставай меня. Шеф сказал привезти их, а то бы я отправил их на тот свет. Официант! Брат, пожалуйста, дай 100 миллионов чаевых этим ребятам. Что? Какие 100 миллионов? Это чаевые, которые можно сравнить с зарплатой чиновника. Даже ты не даешь таким обездоленным. Абдульхей. Мы хотим забрать свою машину. Одну секунду, господин. Что происходит? Садись в машину. Ты поедешь с нами. Подождите. Садись в машину, я сказал. Кудретбей передал вам чек на сумму 50 миллионов долларов. На нем он не указал конкретную дату. Вы сами можете указать желаемую дату. Спасибо, Ибрахимбей, но... Признаться, я не ожидал от вас такого. В такие трудные для вас дни Кудретбей хочет показать вам свою дружбу. Спасибо, но я в настоящее время не в состоянии вернуть ему эти деньги. Ему достаточно вашей дружбы. Я не могу принять этот подарок. Тогда вы откажете Кудретбею в дружбе. Я не смогу возвратить этот чек обратно. Хорошо.
Передайте ему мою благодарность. В скором времени я с ним обязательно встречусь. Когда пожелаете. Добро пожаловать. Мы бы могли встретиться с вами в еще более приятной обстановке. Хорошая дружба всегда строится в напряженной обстановке. Прошу, присаживайтесь. Мы можем узнать причину нашего визита? Мы хотим сотрудничать с вами. Предмет нашего сотрудничества? Вы мне объясните проблемы компании Тарос, и я решу эти проблемы. Я всего лишь адвокат этой компании. А я всего лишь ответственный за финансовые вопросы. Мы хотели бы знать причину вашего сотрудничества. Я буду партнером вашей компании. Но сначала я должен знать о ваших расставленных сетях. Но у нас нет никаких расставленных сетей. Не спеши. Давай лучше послушаем. Эрол Азнесим. Учился в Америке в Гарвардском университете. Не окончив университета, получил предложение на высокооплачиваемую работу. Переехал во Флориду. На фирме поднялся до заместителя генерального директора. Был очень успешным в своем деле. В один день увидел, что фирма переехала в другое место. Ты был в числе лиц, которые занимались зарабатыванием денег незаконным путем. Успел сбежать из Америки и от ФБР. По приезду в Турцию ты сменил свое настоящее имя и фамилию. Как ты думаешь, сколько времени ты будешь на свободе после того, как я произнесу твое настоящее имя? Я в шоке. А мы думали, что ты такой интеллигентный человек. Вы шантажируете? Если вы так же детально знаете обо мне, то у вас будут неприятности. Ты что ли будешь причиной этих неприятностей? Казахские роглы. Дед занимается частным предпринимательством. Дядя один из двух известных юристов университета. Твоя мать немка. Твоя сестра работает журналистом. Она по специальности юрист. Ты угрожал своему отцу, что будешь изучать право после окончания школы. Ты обещал перевести свои знания в области права в денежный эквивалент и не читать юридические книги. К тому же твой отец показал тебе все пробелы и слабые стороны нашего права. Ты хочешь, чтобы я перечислил тебе имена людей, которых ты подкупил? Если кто-либо узнает о том, что я знаю список лиц, которых ты подкупил, что с тобой будет? Чего ты от нас хочешь? Я же сказал, мы будем с вами сотрудничать. Сейчас объясните мне, кто тайно приобретает открытые акции холдинга? Дядя,
Мы не можем принять эти деньги. Более того, мы не можем отказаться от этих денег. Дядя, это значит, что нас официально подкупили. Кудрет не похож на других. Мы сможем с ним договориться. Он не будет втаптывать нас в грязь. Дядя, а как еще можно нас втоптать в грязь? Этот человек открыто говорит, что мы находимся под его властью. Дочка, сейчас у тебя только один выход. Продать свой дом. Я не вижу разницы. Даже если я продам свой дом, я не возьму этих денег. И кому ты продашь, дочка? Я нашла покупателя. Возврати этот чек, пожалуйста. Я не смогу сразу возвратить этот чек. Подождем, посмотрим, как будут обстоять наши дела. Акции скупает компания Сайман Менкюль Дегерлер. Кто еще скупает? Редко встречаются такие компании, но после убийства стоимость акций упала в цене, и поэтому владельцы начали выставлять на продажу свои акции по более дешевой стоимости. А на кого работает компания Ахмета Саймана? Кто пожелает, на того и работает. Он только посредник в этом вопросе. Почему вы не делитесь этими сведениями со своим руководством? Они ничего не могут сделать. Во-первых, у них нет денег. Во-вторых, предположим, что у них есть деньги, но Сайман не будет им продавать акции. В этом деле существует большая спекуляция. Этот Сайман на завтраке решает, кому принести прибыль во время обеда, кому навредить к ужину, а получив разницу, летит в Париж ужинать. Самолет по расписанию. Шеф, давайте мы его навестим, не дожидаясь ужина. Возьмите с собой деньги. Не так ли, Ролбей? Невозможно. Он не продает эти акции, к тому же по этой цене. У каждого своя цена. У дяди Хало повысилось кровяное давление из-за девушки, которая не выходит на связь. Нам остается только ждать. Как ты впутался в эти дела, брат? Из любопытства. Я занимаюсь оформлением кредита для тебя, Аху. Я поговорила с отцом, он сказал, что поможет. Спасибо. Только кое-что нужно для гарантии. Я хотела бы в качестве гарантии указать дом, но я собираюсь продать его. Нет ли какого-нибудь другого имущества? Есть участки, но я их не могу продать. Я не прошу продать. По сути, они нужны в качестве гарантии, пока ты преодолеешь все эти трудности. Я не могу рисковать и указать их в качестве гарантии. Но так тебе никто не выдаст кредит, если ты не будешь рисковать ничем, Аху. Я хочу помочь тебе. Знаю, Инджи, но все так навалилось. Я не имею в виду тебя, но в эти трудные дни я чувствую себя одинокой. С этого момента я буду вашим финансистом по кредитным вопросам. Найдите за границей фирму с вымышленным названием. Деньги, переведенные через эту фирму, вливайте в ваш холдинг. Ни Сельчук-бей, ни Ахуханым не должны знать, что деньги поступили от меня. Ну надо же. Какая ваша прибыль от этого дела? Мне необходимо, чтобы эта фирма продолжала свое существование. В настоящее время вам достаточно того, что вы сейчас услышали. Вы близкий человек Чагргибея? Хотите познакомиться с Ахуханым? Да. Но я не желаю, чтобы это стало предметом разговоров.
Если бы мы знали об этом с самого начала нашего разговора, то мы бы не настаивали на своем и не смотрели бы на вас с подозрением. А Хуханым очень хороший человек. Господа, наш разговор должен остаться между нами. При необходимости я свяжусь с вами. Слушаю вас, господин. Нам надо встретиться с Ахмед Сайманбеем. У вас с ним назначена встреча? У нас имеются крупные деньги. Я сообщу ему о вашем приезде. Как вас представить? Скажите, что это деньги Полата Алимдара, и все двери откроются. Ахмед Бей, с вами хочет встретиться ответственное лицо по финансам Полата Алимдара. Смелость Серхана бросает вызов всему миру. У нас нет такого обаяния, как у него. Его обожают женщины. Мы ему в подметке не годимся. Проходите, пожалуйста, вас ждут. Вот эта карточка. Она открывает все двери. Вам надо лишь сказать, что вы ее владелец. Я в жизни не видел такого чистого стекла. Добро пожаловать. А где Полат Бей? Он не приехал. Но он передает вам привет. Я слушаю вас. Итак, чем я могу вам помочь? Еще как поможете. Кто из вас финансовый директор Полат Бея? Это я. Вам дать визитную карточку? Я съем твою визитную карточку. Короче, у тебя имеются бумаги по акциям холдинга Тарос. Ты их должен передать нам. Я не собирал их. Тихо. Если ты будешь врать нам, мы будем с тобой разговаривать по-другому. Господа, по-моему, сейчас вы не понимаете, что вы от меня требуете. Здесь финансовое учреждение. Запугиванием вы не сможете взять эти бумаги. Мы не берем эти бумаги угрозами. Мы хотим их получить нашими деньгами. Ты сейчас передашь эти бумаги или нет? Не надо. Не надо, пожалуйста. Я прошу вас. Пожалуйста. Пожалуйста, я все понял. Ты кому угрожаешь? Будто ты будешь решать, передавать их или нет. Ты что, хочешь опозорить нас нашими деньгами? Абдульхей, держи его крепче, а то он сейчас быстро окажется на земле. Прошу, не делайте этого. Не слышу. Хорошо, я передам вам то, что вы пожелаете. Поднимите его. Надо было передать нам эти бумаги по-человечески. Для передачи акций нужны документы. У нас все документы подготовлены и лежат в сумке. Скажи свой расчетный счет, нам надо совершить перевод денег. Зачем мы делаем это? Замолчи, Абдульхей. Ты мне даешь негативный заряд. Принесите акции семьи Тарос. Она вышла на связь. Дядя, Рен.
настоящее время она находится по этому адресу. Вот спасибо тебе. Но, похоже, она двигается сейчас вот в этом направлении. Дядя, поехали. Мы пропали, если она окажется еще и уродливой, без краски и без макияжа. Надо поторопиться, а то убьют бедняжку. Племянник невзад. Не уходи никуда. Ты нам нужен через полчаса. Что-то мы увлеклись, дядя, и привлекли на себя очень много внимания. Работа санитара занимает много времени. Я сделал перевязку уже 3 пациентам. Вот, а ты хотел быть врачом. Аллах не допустил этого. Племянник, нельзя ли побыстрее? Дядя, я жму на газ. Если мы не успеем, девушку убьют. Что, солдат, только заступил на дежурство? Да, только заступил, а у меня дежурство до утра. Откуда ты? Из Замбуля. Из самого Замбуля или из села? Из центра. Слушаю вас, Акуханым. Откуда вы знаете мой номер телефона? Я знал, что вы позвоните мне. Я не поняла вас. Вы не понимали меня, когда мы с вами встречались в первый раз. Я не удивлен. И вправду, с вами трудно вести разговор. Нам не надо вести разговор. Вы позвонили мне, я вас слушаю. Не могли бы мы с вами встретиться по поводу вашего предложения? Хорошо. Но на этот раз я приглашаю вас в свой офис. Я думала, мы с вами пообедаем где-нибудь. Вы все предусмотрели? Во сколько и где мы можем встретиться? Дядя, а как мы узнаем эту девушку? А у нее на лбу не написано? Дядя, ну о чем ты говоришь? Сынок, ты довези нас, а я распознаю наше добро.
Слушаю вас, шеф. Выходим, Пермюс. Нам надо перейти на другую сторону. Хорошо, шеф. Господин, они выходят. Следуйте за ним. Закончите это дело. Hoş geldin. Здравствуй. Здравствуйте. Голодна? Посиди, я сейчас что-нибудь принесу. Есть новости от Махмута. У него все хорошо. Как ты думаешь, они смогут сбежать из тюрьмы? Посмотрим. Сперва надо отправить тебя. Ты ешь, я сейчас приду. Что мне делать? Хорошо. Будешь чай? Я сама приготовлю. Сиди, сиди. Что я сделала? Не ты. Это сделал Махмуд. Я дам возможность тебе поговорить с Махмутом. Слушаю, Абдульхей. Это точно Абдульхей? Ждите моего звонка. Давай навестим моих родителей, Пурмюс. Как прикажешь, шеф.
Давай не взад, давай, племянник. Дядя, как я пройду туда, там врач. Сынок, что там делает доктор? Ну хорошо, как он выйдет, сразу позвони мне. Вы спасете Махмута, иначе убьют его. Сперва пусть он скажет то, что нам надо, а потом посмотрим, пригодится ли это нашему делу или нет. У меня здесь болит, доктор. Сейчас пройдет. Солдат, открой дверь. Как он, доктор? Хорошо. Он должен немного отдохнуть. Скажите, чтобы никто не входил. Солдат, дай я посмотрю, как он там. Если он захочет в туалет, я отведу его. Пусть потом отдыхает себе на здоровье. Но врач сказал не впускать никого. Разве я никто? Ну, хорошо. Эй, проснись. Алло, дядя. Ну, наконец-то, ты зашел туда? Дядя. Передай ему телефон. Дядя, сейчас я ему передам, но он лежит как мертвый. Как это понимать? Лежит как мертвый. Невзад, скажи что-нибудь. Дядя. Он умер. Уходи оттуда. Как бы тебя не привлекли за убийство. Солдат, открой дверь. Делайте, как я сказал, Абдульхей. Ладно, увидимся. Слушаю, дядя. Возьмите с собой девушку. Мы придумаем что-нибудь. Увидимся. Господин, вертолет готов. Вы идете есть? Давайте вместе полетим. Хорошо, господин.
Подожди, мать. Пока неизвестно, придет он или нет. Ну что будет, если мы поставим на стол одну лишнюю тарелку? Что-то плохо выглядишь, мать. Мне почему-то тоскливо с утра. Надеюсь, все будет хорошо. Меня упрекаешь, а как придет сын, сразу улыбаешься. Говоришь, милый мой сынок, родимый мой. А что поделать? Не могу сдержаться, когда его вижу. Забываю все свои проблемы. У него и так без меня хватает своих проблем. Еще не хватало, чтобы он занимался моими проблемами. Тогда я буду упрекать его. Извини меня, но я не могу дать тебе на это свое разрешение. У меня материнское сердце. Разве отцы бывают бессердечны? Добро пожаловать. Рада вас видеть. Добрый день, добро пожаловать. Здравствуйте. Я заказала столик на двоих. Пройдете к своему столику или что-то закажете? Если все готово, я пройду к столу. Прошу вас. Приготовьте столик для Хуханым. Ой, ты здесь, милая. Как дела? Хорошо. Здравствуй. Здравствуйте. Не присоединишься к нам? Спасибо. У меня назначено свидание. Увидимся. Спасибо. Извините. Алло? Как вы, Фикрет Бей? Хорошо. А как вы? Спасибо. Наши ребята установили с вами контакт, Бикербей. Мы встречаемся с ними, Дауд Бей. Не беспокойтесь об этом. Когда мы можем собраться, Фикрет Бей? Мы соскучились. Давайте увидимся в самое ближайшее время. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Здравствуйте, Джамаль Бей. Здравствуйте, добро пожаловать. Сколько времени Давуд Татараглы не появлялся здесь? Значит, есть какая-то причина. А твоя девушка здесь? Видел, дядя, видел. На нее смотрит сам Фуат Татараглы. Пусть он откроет мне дорогу, остальное за мной. И кто эта девушка? Мы тоже с братом разговаривали по этому поводу. Это хорошо, когда мы можем договориться, чтобы решить проблему. Джамаль Бей, это хорошо, когда люди могут договориться. С вашего позволения. Дядя, вам звонил Ахмед Сайман. Он хочет с вами поговорить. Пусть приезжает, мы с ним поговорим. Сегодня мы сможем пообедать? Дядя, у него что-то очень важное для вас.
Господин, ваши дети тоже здесь? Я видел. Пусть веселятся. Не будем их смущать. За ваше здоровье. Есть какие-нибудь новости, Булут? Нет. Пока нет.
geldin.